Я говорил о том, что наши отношения должны базироваться на взаимном учете интересов, на уважении друг к другу и на понимании того, что наши государства являются суверенными и независимыми. Аз мислев дека нашите односи треба да се темелят врз водење сметка, заемно водење сметка на интересите на двете држави, заемно почитување и разбирање дека нашите две држави се самостојни и независни држави. И если Республика Македония будет исходить в развитии отношений с Россией из собственных национальных интересов, а не из интересов Вашингтона, Брюсселя, Лондона, Парижа или Берлина, то в этом случае, конечно, у наших отношений очень хорошее будущее. И доколку во развојот на односите Република Македонија поаѓа од своите собствени национални интереси, а не од интересите на Вашингтон, Брисел, Лондон, Берлин, Париз и друго, тогаш нашите односи ќе има многу добра иднина. К большому сожалению, вот то, что сейчас происходит в Лондоне и в западных столицах, является грубейшим нарушением всех норм международного права и принципов развития двусторонних отношений. За големо жал тоа што сега се случува во Лондон и во западните престолнини представува грубо кршење на сите норми на меѓународното право и сите принципи на развој на билатералните односи. Такая политика, построенная на конфронтации, на нагнетании международной напряженности, она ни к чему хорошему не приведет. Таквата политика која што се темели врз конфронтацијата и пумпање на таа конфронтација и меѓународна тензичност нема да доведе до ништо добро. Соответственно, мы должны все хорошо понимать, что если против России как суверенного государства предпринимаются шаги в нарушение норм международного права, то и эти шаги никоим образом не отвечают интересам укрепления мира и безопасности, и, естественно, Россия вынуждена будет отвечать. Она вынуждена будет принимать соответствующие адекватные меры. И треба да разбираме дека доколку против Русија се преземат мерки кршејќи ги сите норми на меѓународното право и овие мерки не се во интерес на зацврстување на мирот и на стабилноста, Русија ќе биде принудена да одговара. Секако Русија ќе биде принудена да возврати. Вся история России, она говорит о том, что история и России, и мировой дипломатии, она говорит о том, что попытки оказывать вот такое грубое политическое и силовое давление на нашу страну, они бессмысленные, бесполезные и не ведут ни к чему хорошему для тех, кто инициирует эти шаги. И како што покажува целата руска историја и целата историја на светската дипломатија, ваквите обиди да се врши политички и насилен притисок врз Русија се бесмислени, не се од некоја корист и предизвикуваат контрамерки.